Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Медицинские центры дальневосточного значения строят в Якутии. Расскажем, на каком этапе находятся объекты. В Москве приступили к вакцинации от COVID-19. Кто получит прививки в первую очередь. И настоящая гордость Якутии. Василий Егоров в 4-й раз стал чемпионом России по боксу. Владимир Путин призвал минимизировать экологические риски для природы арктической зоны России. Природа Арктики крайне уязвима, и хозяйственная деятельность должна подстраиваться под особенности Арктики и российских северов. Об этом президент заявил накануне в ходе встречи с волонтерами. Россия – северная страна. Более 70% нашей территории находятся в северных широтах. И все, что происходит на севере, представляет для нас особый интерес и особую ценность. В целом, в этом наше будущее, в том числе и с точки зрения добычи природных ископаемых, необходимых стране в перспективе, сказал президент. В республике возводят онкологический центр стоимостью почти в 7 миллиардов рублей. Ход работ накануне проверил Айсен Николаев. Главе региона доложили, что работы по строительству здания онкологического диспансера с поликлиникой на 210 посещений в смену, стационаром на 180 коек и хозблоком ведутся согласно плану. Отставания от графика нет. В настоящий момент на стройке трудятся более 160 человек. Айсен Николаев, подводя итоги объезда, отметил, что строительство крупнейшего объекта здравоохранения республики и всего Дальнего Востока финансируется в первую очередь за счет средств федерального бюджета. Общая площадь объекта составляет свыше 25 тысяч квадратных метров. Стройка ведется за счет федеральных средств в первую очередь. Так. Ну и мы видим, что освоение идет хорошо. Работы этого года практически все уже выполнены. До 20 декабря полностью конкурс здания должен быть закрыт. Ну и мы планируем, что в течение 2021-2022 года все-таки основные работы сделать. И так по плану объект должен был введен в 2023 году. Но учитывая темпы работы наших строителей, общие подходы наши к тому, чтобы этот объект максимально короткие сроки ввести, потому что, конечно же, он жизненно важен для тысячам людей, для даже не их здоровья, а их жизни. Мы надеемся, что все-таки мы сможем объект уже ввести к концу 2022 года. После объезда на совещании говорили о строительстве республиканского кардиологического диспансера. 8-этажное здание планируют ввести в декабре следующего года. Сейчас ведутся работы по облицовке фасада кардиососудистого центра и теплого перехода, по устройству входных тамбуров, монтажу витражной системы, запуску отопления. На этом объекте, спроектированном в 2014 году, также необходимо решить вопросы по замене медицинского оборудования. Айсен Николаев подчеркнул, что объекты должны отвечать самым последним требованиям. Необходимо изыскать дополнительное финансирование при корректировке бюджета. Далее об эпидситуации в регионе. 215 новых случаев COVID-19 выявили за минувшие сутки. Из них 47 бессимптомных, сообщает Оперштаб. В Якутске заболели 113 человек, в Нерюнгринском районе 11, в Мирнинском 9, в Татинском районе 8 случаев. По 7 случаев в Алданском, Мегино-Кангаласском и Алекминском районах. В Горном и Усть-Алданском по 6 случаев. В остальных улусах от 1 до 5 заболевших. За сутки лаборатории республики провели более 3800 исследований на коронавирус. А на следующей неделе партию из 200 доз вакцины от COVID-19 доставят в Якутию в первую очередь и обеспечат медработников. Первая партия вакцины поступила в регион в сентябре в количестве 42 штук. Вакцину доставили для проверки логистики, так как она должна храниться строго при температуре минус 18 градусов. Пока Якутия находится в режиме ожидания, в Москве уже приступили к вакцинации. На первом этапе прививки делают врачам, педагогам и работникам социальной сферы. По роду занятий они подвержены наибольшему риску заражения коронавирусом. Подробности у наших коллег. На базе 70 поликлиник в Москве началась гражданская вакцинация от COVID-19. Препаратам российского производства прививаются на первом этапе работники систем здравоохранения и народного образования, а также социальной сферы. Наталья Шевкова – медсестра.
Но я не болела ковидом и хочу защитить себя и своих близких, с кем проживаю. Поэтому было решение принято, потому что я одна медицинский работник в семье, поэтому, чтобы, не дай бог, не принести с работы, я решила привиться. Главный врач 68-й поликлиники Наталья Кузенкова в легкой форме перенесла болезнь в апреле, о чем в свое время появилось сообщение на странице учреждения в Facebook. По ее мнению, ответ на вопрос о необходимости прививки вполне очевиден. Мы набрали достаточное количество исследований для того, чтобы понимать, что 92% эффективность этой вакцины. Мы уже поняли, как мы работаем с этой вакциной, поэтому, но мы же понимаем, да, что пандемия и заболеваемость – это есть. И на самом деле мы хотим защитить наше население прежде всего от такого опасного заболевания. И если есть выбор заболеть или сделать вакцину, то, безусловно, здесь безвариантные приоритеты. Никаких сомнений относительно безопасности препарата не испытывает и Максим Матвейчиков, уролог по врачебной специальности. Она эффективная и уж по крайней мере хуже не будет, да, может быть там 1,5%, если я не ошибаюсь, после вакцинации заболела, но никто не умер, да, по крайней мере, во-первых, да, и причиной болезни не стала вакцина, это тоже важный факт. Официальный сайт мэра Москвы подробно информирует о порядке и процедуре вакцинации. Прививаются люди из групп риска в возрасте от 18 до 60 лет. Те, кто старше, а еще беременные и кормящие женщины, не смогут получить вакцинацию. Она недоступна также участникам пострегистрационного клинического испытания вакцины против COVID-19. После его завершения первоочередным правом на укол будут обладать люди, получившие плацебо. Всеобщая, но добровольная вакцинация станет возможной после того, как промышленность наладит массовое производство антикоронавирусного средства. Переходим к теме спорта. Боксер из Якутии Василий Егоров в 4-й раз стал чемпионом России. Турнир завершился в Оренбурге. Спортсмен выступал в весовой категории до 52 килограммов. В финале соревнований он выиграл у 22-летнего Ахтема Закирова из Крыма со счетом 3-0. За победу в турнире Василию Егорову вручили 500 тысяч рублей и автомобиль. Свою победу Василий Егоров посвятил памяти покойного тренера. Достаточно тяжело, да. До этого я провел 3 боя. Достаточно такие легкие бои были. Выиграл в итоге добивался 5-0. И финальный это финал. Это здесь боксируют лучшие спортсмены, лучшие боксеры России. Поэтому я не думал, не ожидал, что будет легкий бой. На это готовился, настраивался. И, слава богу, стал чемпионом России. Сколько я себя помню, когда я боксировал на уровне России, на Европу, мира, мой тренер, мой личный тренер, царство ему небесное, Пахомов, легенда, заслуженный тренер России, он мне постоянно ездил и на сборах, и на соревнованиях, и когда мы дома были, всегда были вместе, всегда. Но из-за этой болезни, из-за коронавируса, он покинул наш мир. Поэтому мне было очень тяжело перед чемпионатом России, когда я был на сборах. Но я готовился, старался стать чемпионом России именно для моего тренера, покойного Пахомова Артурия Евгеньевича. И свою победу, конечно же, я посвящаю моему тренеру Пахомову Артурию Евгеньевичу. Якутского чемпиона с победой поздравил Айсен Николаев. Наш земляк снова доказал, что он лучший и завоевал золото чемпионата России. Только вперед, Якутия гордится тобой, написал глава республики в соцсетях. Тем не менее, все же Василий Тем временем в Якутске завершился первый день игр ДГНа. По итогам первого дня соревнований лидером вновь стал Егор Филиппов. С небольшим отрывом следом идут Алексей Уваровский и Николай Матананов. Победителя определит заключительный день. Сегодня спортсмены выявят сильнейших в стрельбе из лука, хапсагае, беге на 800 метров и перетаскивании камня. Отметим, в этом году соревнования проходят в помещении, и это может сказаться на результатах. Прямая трансляция второго дня игр ДГНа начнется в 14:00 на каналах НВК «Саха» и «Мамонт».
А в столице Кабардино-Балкарской республики стартовал чемпионат России по масс-рестлингу. 124 спортсмена в течение 2 дней, включая и сегодня, выйдут на помост. Об итогах первого дня соревнований в материале моей коллеги Айсены Бурнашовой. Спорт в условиях пандемии, когда отрицательный тест на коронавирус словно счастливый билет на помост. Организаторы отмечают, спортивный комплекс, да и сам город проведения чемпионата были выбраны не случайно. Мы заявку отправили 3 регионам, где более-менее лучшее состояние по пандемию. Но Республика Кабардино-Балкария сразу, они, начиная с руководства, и все одобрили. Тем более мы в 2018 году здесь, в Кабардино-Балкарии, проводили чемпионат России в высоком организационном уровне. Якутия, Чувашия, Свердловская и Смоленская области. Всего в Нальчик приехали спортсмены из 22 регионов страны. Важный по значимости чемпионат пропустить просто не могли. Цена схватки высока. По итогам чемпионата будет обновлен состав сборной команды страны по масс-рестлингу. Также спортсмены будут бороться за право получения звания мастера спорта России по масс-рестлингу. 3 весовые категории у женщин и 4 у мужчин. Но, пожалуй, самым ожидаемым стал выход 3-кратного чемпиона мира по масс-рестлингу, мастера спорта России международного класса Павла Черноградского. Его соперником на помосте стал мастер спорта по масс-рестлингу, москвич Егор Дегтярев. Именитый якутский Маджин одержал чистую победу в финале. Счет составил 2-0. Мы с ним виделись 2-3 года назад. Я в то время был в форме, он тогда был немножко сырой. Сейчас вот подготовился и дошел до финала, выиграв Егора Баишева. Нешуточные страсти пылали и в женском зачете. Бесспорным лидером в категории 75 килограммов стала чувашская спортсменка Алина Алексеева. В финале достойное сопротивление ей оказала якутянка Алина Турчина. Но уступив Алексеевой по технике и маневренности, мегинская спортсменка вышла на 2-е место. Ой, соперница очень сильная, очень мощная. Она очень скоростная. Я готовилась к ней. Тоже тренировала хват. Тренировала хват, тренировала скорость, старт. Выдалась очень затяжной, но я рада, что смогла занять. В Нальчике также будет проведен чемпионат России в абсолютной категории. Он состоится уже сегодня. Известно, что в нем примут участие 16 женщин и 11 мужчин. Мы очень соскучились как спортсмены, на самом деле, по масс-рестлингу за год. Это мой 9-й чемпионат России, который я выиграл. Состоится абсолютный чемпионат. Попробуем там побороться. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Нальчик, Кабардино-Балкарская республика. Наши корреспонденты следят за развитием событий. Берегите себя, не забывайте носить маску. Удачного дня!